мы собираемся возить туристов, а у нас нет музея города, музея столицы. Хотя бы как отдела или филиала национального музея. Конечно. У нас много чего Кажется, с нет. миру по нитке можно же собрать. Что есть в других городах. Но это уже другая тема, которая уже не... Почему мы здесь остановились? Спрашивается. Не потому, что здесь бюст Бабушкина. Поскольку я повторяю, Михаил Сергеевич Бабушкин до войны не дожил. Он даты его жизни на постаменте. А потому что здесь кинотеатр «Родина», построенный в 40-м году, так сказать, вот в стиле такого имперского классицизма. И до войны, во время войны, это здание было, можно сказать, своеобразным таким центром городским, культурным. Ну, во-первых, это был единственный современный кинотеатр в городе. Деревянный там был еще в парке, он уже был такой устаревший. А это был символ прогресса. И я просто вот как раз повторяю, когда мы с ребятами записывали вот рассказы старых сыктывкарцев-то детьми о победе, вот все в один голос говорили, что рано утром, когда услышали сообщение о победе, все пошли в кинотеатр «Родина». Вот здесь была такая вот, машин тогда в Сыктывкаре не было. Попасть под машину было очень сложно. Надо было очень постараться. Потому что, по-моему, на весь Сыктывкар было, по-моему, 20 легковых автомашин. Все служебные, личных не было. Поэтому народ ходил по проезжей части абсолютно спокойно, чихать хотев на всякие эти самые перекрестки и прочее. И когда объявили о победе, все стали приходить вот сюда. Вот здесь пели, танцевали, кричали. Здесь возник такой, я бы сказал, своеобразный импровизированный бал, что ли, если это можно назвать балом, потому что вот как люди встречали победу, ведь жили очень голодно, прямо скажем. Очень многие уже к этому времени получили похоронки из тех, кто не вернулся. Я знаю людей, которые получили похоронки, наших сыктывкарцев, получили похоронки буквально в дни победы. Вот, уже кончилась война, а похоронка еще не дошла. Они получили уже после 9 мая. И радость сменилась горем. Кто-то уже получил похорон. Кто-то, слава тебе Господи, не получил. Их родные должны были вернуться с фронта. Вот. Жили тяжело. И сколько я знаю, вот вытаскивали, все говорят, вытаскивали столы. Город-то был деревянный, всего вот этих домов-то ведь не было кирпичных еще. Они после войны построены. Этот дом и вот этот, они единственные кирпичные в этом районе были дома в то время. Больше. Ну вот больница, разумеется, старая. Больше. А тут деревяшки стояли. И вот во дворы, заросшие травой, там вытаскивали столы, тащили, что могли. А что могли? Ну, картошка вареная. Вот мы спрашивали с детьми, вот что могли? Вот. Это ставили в тупик. И ставили в тупик людей. А в самом деле, а что могли, вспоминали? Да, вот мама картошку наварила, на костре вытащила, да, ну там сварили, пекли. Вот что еще было? Хлеб какой-то был у людей, ну, паёк получали. Вот кто-то помнится, ой, кто-то там, дядя Вася там рыбу принес, ну, сам, у него там была. Меня-то интересовал вопрос, а выпить-то было что? Ну, наверное. Нет, практически все это самое в трезвую отмечали, но не было выпить. У кого-то было что-то, какие-то небольшие там запасы спиртного, но практически ни у кого спиртное было огромным дефицитом. Но отмечали в трезвую, скажем так, День Победы, а танцевать шли вот сюда. То есть вот это... Погода какая была? Погода была, по крайней мере, без дождя. Не, мы спрашивали, без дождя. Было не очень тепло, сколько мне помнится, люди говорили. Но ясно, вот, по крайней мере, утром ясно. Все помнят, что было вот такой солнечный день, но утром еще туман был, холодновато было. Но был солнечный день, и люди шли, ну, по крайней мере, голову ничем не укрывали, здесь вот танцевали. То есть вот это место, ну, можно сказать, связано с общей радостью.
от победы. Не с горем, как военкомат, откуда уходили, не возвращались, а вот с радостью победы. Вот связанные вот с этим зданием, с кинотеатром Родина, так и назывался, всегда назывался кинотеатр Родина.